Доброе утро, дорогие родители! Сколько же радости нашим детям дарят игрушки. Это не просто лучший подарок, это лучшие первые друзья малыша. И именно им, этим зайцам, этим медведям, этим тиграм, этим машинкам, этим солдатикам наши дети открывают свои первые настоящие секреты. В магазине игрушек глаза разбегаются от обилия и разнообразия товаров. Выбрать то, что нужно именно вашему малышу, не такая уж легкая задача. Естественно, в первую очередь следует учитывать возраст ребенка, а также безопасность самой игрушки. Например, если ребенок еще совсем мал, избегайте любых мелких деталей, которые малыш может проглотить. Игрушки с резкими звуками могут напугать ребенка, а длинный мех способен попасть в дыхательные пути. Лучше всего для ребенка, конечно, игрушки из натуральных материалов. Глины, дерева, ткани. Но если игрушка из дерева, то нужно обратить внимание на то, чтобы все поверхности были тщательно обработаны. Если же вы выбираете игрушки для ребенка из пластмассы или резины, то нужно обратить внимание на запах, то есть его не должно быть совсем. Для взрослых игрушка в первую очередь – это средство для развлечения ребенка. Но это совсем не так. С помощью игрушки дети познают окружающий мир. Поэтому, выбирая очередной сюрприз малышу, думайте и о том, какую пользу может принести подарок. Конечно, есть игрушки просто для души. Вот, например, понравился ребенку розовый слон, и его купили. Правда, и тут есть оговорка. Если малыш еще не получил достаточное представление об окружающем его мире, ему лучше не покупать фиолетовых слонов или малиновых жирафов. Хорошо, когда дома есть игрушки, которые позволяют ребенку отреагировать и выразить разные эмоции. Например, волк, крокодил, солнышко, барабан, мячи, солдатики. Только нужно следить очень внимательно за тем, чтобы игрушки не провоцировали агрессивность у ребенка. Специалисты не рекомендуют дарить огромные плюшевые игрушки маленьким детям. Малыш может испугаться большого медведя, да и играть с такой игрушкой маленькому ребенку будет трудно. Все мы привыкли, что мальчик играет с машинками, а девочка играет с куклами. Но иногда все происходит совершенно наоборот. Так что не пугайтесь, если ваша любимая дочь попросит вас купить ей хорошую гоночную машину, а ваш сын вдруг заинтересуется куклами. Ничего страшного. Это может очень позитивно отразиться на развитии ребенка. То есть девочка научится лучше ориентироваться в пространстве, а мальчик получит навыки заботы о ближних. Тем более, что все это временное явление, и с возрастом дети начнут тянуться к игрушкам, которые соответствуют их полу. И, наконец, выбирая игрушку, постарайтесь учитывать интересы малыша. Она должна быть не просто красивой для вас, она должна быть интересна малышу. Она должна стать его любимой игрушкой, его другом, с которым он будет не просто играть, а который поможет ему стойко выдержать поход к зубному врачу или же будет охранять его крепкий сон.